на АТРі інформаційний вечір продовжує Бугюн. Це наш прайм-тайм. Протягом в студії Ірина Ромалійська. Осман Пашаєв. І ось про які теми ми будемо говорити. У Криму починаються слухання справи журналіста Миколи Семени. Затвердження Крим український, йому загрожує 5 років тюрми. Поговоримо з адвокатом-кореспондентом. З цим же адвокатом ми проговоримо про ще одну справу про правозахисника Еміра Усейна Куку. Йому закидають підготовку до підготовки захоплення влади. Російські банки тепер під українськими санкціями. Президент затвердив рішення РНБО. Що від того вкладникам, розкаже нам економіст Сергій Фурса. А партія «Національний корпус» розкаже, чому вони нападають на російські фінустанови та вимагають взагалі їх закриття. Наш сьогоднішній гість – російський адвокат Олександр Попков, який захищає і журналиста Миколу Семенова, и правозахисника Эмира Усейна Куку. Добрый вечер. Добрый вечер. Переходим на русский язык. Александр еще не выучил, я так понимаю, все-таки украинский настолько, чтобы свободно с ним говорить, хотя защищает нескольких украинских граждан. И крымско-татарский, да, еще не выучил. И крымско-татарский, но все впереди, да. Мы верим. 20 числа уже начинается суд над Николаем Семеной. Давайте напомним нашим зрителям, в чем его обвиняют. Микола Семена – это украинский журналист, один из мэтров украинской журналистики в Крыму. Он 50 лет уже пишет, будучи журналистом. Его обвиняют российские правоохранительные органы в призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, в призывах к блокаде и отторжению Крыма от Российской Федерации в Украину. Причиной является всего лишь одна статья, один материал, который обнаружен на компьютере. Была ли экспертиза? Какое предложение конкретно вы расценили как призыв? Там экспертиза, она в общем, и приводится несколько выражений. Общая направленность. Лингвисты делают вывод, что есть призыв, и он призыв к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. И были ваши ответы в виде того, что вы анализировали российское законодательство, в котором есть и договор о дружбе, большой договор, так называемый, между Украиной и Россией о признании границ, да, и международное обязательство Российской Федерации, по которому Крым не является частью России. И, соответственно говоря, о Крыме он не говорит о отторжении каких-то других регионов Украины, что это нельзя расценивать. Как обвинения реагируют на ваши эти доводы? Немножко я поправлю. У нас позиция не такая, она не политическая. Мы не говорим, что Крым не является частью Российской Федерации. А мы говорим о том, что принцип территориальной целостности, международный принцип, нарушение которого и вменяется Миколе Семена, мы говорим, что он не распространяется на территорию Крыма, поскольку противоречит как международному законодательству, там все однозначно, так и российскому законодательству. По российскому законодательству есть превалирование международно-правового договора между Россией и Украиной о государственной границе. И там четко граница проходит между Белоруссией и заканчивается у Азовского моря, и Керченский пролив. Какого-либо договора между Россией и Украиной о границе между Херсонской областью и Крымом нет абсолютно. И в России по международному же праву принцип территориальной целостности действует внутри государственных границ. Если граница пока еще не имеет силы, то за что, почему преследуют гражданина, который подвергает сомнению эти границы? И, насколько я понимаю, собственно, есть закон Российской Федерации о границе, который также не изменен после 2014 года. Да, есть российский закон о государственной границе, но там же невозможно прописать границы все, да. Там указано, что в Конституции Российской Федерации указано, что как раз-таки превалирует международно-правовой договор, а государственная граница устанавливается либо по границам РСФСР 1991 года, либо по международно-правовым договорам. Иных каких-то вариантов нет. Это императивная норма, и больше никак нельзя ничего придумать. Какие-то решения Совета Федерации или Госдумы или президента о том, что граница пролегает, они будут нелегитимны, и в уголовно-правовом смысле нельзя преследовать человека за его позицию такую.
Хочу напомнить, что Николаю Семене 67 лет. Он последние 50 лет он работает журналистом, с 17 буквально. Последние 30 лет он живет в Крыму. В Крыму он занимался различными делами, рассказывал о политике, об экономике, об экологии, о различных абсолютно большом спектре проблем. И он работал на такие известные издания, как «Зеркало «Газета недели» и День», «Газета День». «Зеркало недели». И после 2014 года он стал писать для сайта «Крым Реалии». Собственно, он сам сейчас об этом открыто говорит. Это сайт, который создал Радио Свобода. Писал он под псевдонимами. Он сам рассказал мне о том, что у него было несколько десятков псевдонимов. И вот на днях я побывала в Крыму и смогла с ним самим пообщаться. Он рассказал, собственно, как начиналась эта история. Давайте послушаем. В Крыму дислоцировался полк или батальон киберразведки. Вот, с одной стороны. С другой стороны, естественно, спецслужба связалась со всеми провайдерами интернета. Значит, они не скрывали это, они говорили, что у них установили специальное оборудование для отслеживания всех результатов. Вот. Во-вторых, значит, или в-третьих, весь эфир, который здесь есть, в том числе телефонный эфир, значит, и радиоэфир, они постоянно записываются. Вот. Потом анализируется, значит, ненужное отбрасывается, которое не вызывает интереса, а все остальное сохраняется. Кроме того, определенный, значит, ряд средств связи, которые записываются постоянно и не удаляются. Значит, поэтому я понял, что раз отслеживается электронная почта, отслеживается работа компьютеров и так дальше, я понял, что избежать контактов не удастся так или иначе. И, значит, если так будет продолжаться, то рано или поздно они придут, с одной стороны. С другой стороны, я не мог прекратить работу, которую я начал, значит, и так дальше. Я не мог прекратить писать правду той ситуации, которая здесь существует, которая здесь есть. Вот. И поэтому, значит, естественно, опасаюсь немного, но тем не менее я продолжал писать так же, как бы это делал обычный журналист в обычных условиях. Вот. И, насколько я понимаю, значит, там такой один случай, когда я вынужден был, у меня прекратил работу интернет, я вынужден был пригласить от провайдера специалиста, вот, и их приехало 2, вот, и мне кажется, что тогда они установили на компьютер какую-то программу, которая позволила им отслеживать. И вот после этого с его компьютера, если я правильно понимаю, Александр, поправьте меня, начали снимать скриншоты. И большая часть его уголовного дела – это именно копии с компьютера, с экрана компьютера. Да, правильно. Там почти 3 тома вот этих скриншотов. И причем российские оперативники ФСБ получили судебное разрешение. Они там получили задним числом. Председатель Верховного суда Крыма дал разрешение на съемку этих скриншотов, но там очень веселая, интересная деталь, если бы это не было так все трагично, что 10 сентября они обнаружили эту статью, а 11 сентября суд дал разрешение на съемку скриншотов с 10 сентября, то есть задним числом, и обосновал это тем суд, не сотрудники, не следователи, а суд обосновал тем, что не было возможности получить разрешение ранее. И они с 10 числа разрешили эту съемку, но при этом в деле имеются скриншоты и 9 сентября. То есть они его фактически... То есть это, по сути, незаконная оперативная деятельность? Конечно, Эти да. доказательства могут быть приняты судом? А оно в деле находится. Но если они сейчас не повырывают, ну, что, в принципе, тоже у нас в России практикуется, и из дела могут там поменять, но они вот сейчас есть в деле, и мы это будем, конечно, предъявлять, показывать. Надо сказать, что Николай Семена продолжал писать о разных ситуациях, да, но вот та статья, которую нашли, в результате которой возникло уголовное дело, это же даже была не статья, это был блог, это было мнение. И касалась она блокады, которую устроили крымские татары, представители добровольческих батальонов, когда заблокировали доступ фур на территорию Крыма.
И сам Семена объяснял это тем, что во всем мире возникла большая дискуссия о том, нужно ли делать такие действия или не нужно. Ну и, собственно, по этому поводу он написал блог. В тот день, когда пришли к Семене, были обыски еще у 6 журналистов, которые сотрудничали с Крым Реалии. По ним нет уголовных дел? Нет, по ним нет уголовных дел, и все обыски были достаточно формальные. Там практически нет никаких доказательств, и я думаю, что их и не могло быть изъято у этих журналистов. Цель, скорее всего, это было устрашение. Практически все журналисты, которые были обысканы, они прекратили свою работу в качестве журналистов. И кто-то даже выехал. Я хочу немножко отойти от темы именно Николая. Вот по этой статье много было осуждений в России по статье «Призывы именно к нарушению территориальной целостности»? Да, и эта статистика неуклонно растет. И эта статья была как раз введена в ответ на события в Донбассе, в ответ на события в Крыму, потому что многие активисты, многие какие-то деятели локальные, российские, они начали выражать солидарность с украинским народом против агрессии со стороны России. И они выходили на некие даже полушуточные такие марши. Вот у нас Дарья Полюдова в Краснодаре выходила на пикеты с украинским флагом. Она организовала некий марш за федерализацию в кавычках Кубани. Да, кто-то там выходил в Сибири, кто-то писал в социальных сетях какие-то свои мнения, что недопустимо там вот это, что происходит на Эта статья Украине. стала применяться после 2014 года, да? До 2014 года да, такой да. статистики Она нет. была принята. Она была принята, да. Она То была есть, введена. До и этого в Российской Федерации не было. Не было такого. нет. И сейчас несколько есть реальных осуждений. Люди сидят, в том числе Дарья Полюдова, ей дали 2 года лишения свободы. Есть Реальных, реально, да, да, она не сидит в колонии поселения. Есть один человек в психиатрической поликлинике, его фактически заключили. И есть еще несколько человек. И эти вот дела продолжаются, потому что наши органы очень любят вот такие дела искать в интернете. Это ж не надо бегать там ловить преступников, да. А сидишь, мониторишь этот интернет, и здоровые эти дядьки, майоры, полковники сидят, роются в интернете. Ну, это вот что было с Эмилием Курбединовым, да, когда там адвокатом нашим, что публикации 2012 года в... 13-го, если я не ошибаюсь. Да. Я напомню, что Эмиль Курбединов — это адвокат, который защищает в том числе и крымских татар. И в том числе Николай Семенов. И Николая Семену. И он в 2013 году опубликовал некое видео с митинга Хизбут Тахрир. Следователи нашли именно эту публикацию, и за это его посадили на 10 суток. Да. На 10 суток ареста. Вот... Я просто, возвращаясь к применению этой статьи, я думал, что на самом деле относительно Крыма дело Николая Семены может стать прецедентом, но я так понимаю, что уже по крымским, так скажем, по сепаратистской статье уже были осуждения, и то есть можно ожидать, можно уже прогнозировать, какой вердикт будет по Николаю. Неблагодарное дело, мы не имеем права прогнозировать какие-то. Но процесс будет не очень долгим, я полагаю, но достаточно тяжелым, потому что... Почему не очень долгим? А там мало свидетелей. Обычно все в России процессы затягиваются из-за того, что не могут найти свидетеля, они не приезжают, и очень сложно организовать эту явку. А там всего, по-моему, 6-7 свидетелей, 7. Это и свидетели обвинения и защиты? Свидетели обвинения, да. Обвинения. Да. И эти свидетели обвинения, там, они вообще... Вам их раскрыли уже? Вы знаете, да, мы кто эти ознакомились люди? с материалами дела. Эти свидетели, они ни о чем, да, кроме сотрудников ФСБ, которые рассказывают о том, что да, я вот мониторил, я там обнаружил эту статью. И есть просто журналисты крымские, которые занимают такую достаточно основательную пророссийскую позицию. И они говорят, что в том числе один из журналистов, не буду называть, сказал, что Николай Семена такой чуть ли не радикальный проукраинский журналист, но при этом за деньги напишет любую статью, какую вы ему и закажете. Это один свидетель обвинения заявил, Да. который сам является журналистом. Да. Почему не хотите называть его имя? Ну, вот в интересах дела пока. Нельзя. А вот Нет, я не хочу.
Человек, который себя называет министром информации, если я не ошибаюсь, Крыма, вот он даже заявил на одном из ток-шоу сразу после предъявления обвинений, как я понимаю, Семене, о том, что... Это Полонский? Да, да. Что же вы говорите, какой же он журналист? Он же агент, иностранный агент, который работает здесь. Поэтому почему ему еще не пришили дело по шпионажу? Не боитесь переквалификации в что-либо подобное? Вы знаете, вот эта тема шпионажа, она всегда в головах наших чекистов, и они вот именно под это все подводят. То есть самые первые заявления как раз такие были, что это мы раскрыли сеть агентов, там агентов американской чуть ли не разведки. Но... Да, радио «Свобода». Радио «Свобода», да. Но это и в России встречается. Вот один из наших экспертов, это по делу, это Михаил Савва, российский политолог, который вынужден был бежать из России. И его задерживал ФСБ, и мы тоже его требовали признать, выдать, на кого он работает, на какую разведку, с кем у него связи, почему он так часто встречается с журналистами, с разными профессорами, на кого работают они. Но в итоге все закончилось банальным мошенничеством, которое там придумали, нарисовали. На 70 тысяч он получил зарплату, 70 тысяч рублей, он получил зарплату больше, чем ему было положено. Это вот в головах вот этих наших сотрудников, у них вот бродит вот этот сталинский, там же в каждом кабинете Дзержинский висит, да, то Сталин, то Андропов, и они вот думают, что кругом враги, плюс это подогревается пропагандой. Александр, а вопрос Ирины не праздная переквалификация, и с заявлениями этого Полонского, я забыл, как зовут его. По-моему, Дмитрий, но я, Дмитрий, к сожалению, Дмитрий не так Полонский, хорошо знаю министр крымских. информации, по-моему, даже был вице-премьер этого оккупационного правительства. Просто, как и было с Эмилием Курбединовым, если не ошибаюсь, с Ираном Салиевым, когда их задерживали, в тот день на российских телеканалах и устами вот этих вот коллаборантов, бывших украинских чиновников, которые стали российскими чиновниками, граждан и Украины, я так понимаю, России, и их словами транслировалось, что идет антитеррористическая операция, задерживают террористов, то есть там уголовка полная, а потом все это заканчивается административными делами. То есть от чиновников заказ в течение дня больше, чем ФСБ может исполнить? Или что происходит? Вот, также, поэтому мы опасаемся, что это заказ со стороны нынешней оккупационной власти сделать из него агента, и ФСБ пока не может найти и придумать что-то, или все-таки в этом направлении будет вестись работа? Я боюсь, что у нас не ФСБ выполняет заказы власти, да, а власти выполняют заказы ФСБ. То есть немножко другая. То есть у нас немножко другая структура. И вполне возможно, что чиновники, вот эти органы пропаганды и власти пытались каким-то образом объяснить мировому там, сообществу или сами себе, или внутреннему потребителю, что происходит. И вот, раз задерживают крымских татар, они же еще мусульмане, значит, это террористов задерживают. Ну, чего ж тут? Я каждый раз, я очень люблю эту цитату, которую я сейчас прочитаю, я ее каждый раз люблю очень повторять. Во время вот всех этих событий 2014 года российский юрист, член Общественной палаты Российской Федерации Елена Лукьянова, говоря о захвате Крыма, сказала, что при этом Российская Федерация нарушила 8 раз собственную конституцию, как минимум 8 раз, апеллируя, по всей видимости, к Конституционному суду. В ответ глава Конституционного суда Валерий Зорькин сказал, процитирую, не сказал, он написал это целую статью, и там была такая фраза, вот это одна из моих любимых цитат. Столетиями и даже тысячелетиями Россия была скрепляема высшими духовными скрепами, называвшимися по-разному в разные времена. Будучи скреплена этими скрепами, она могла относиться к скрепам правовым с большим или меньшим пренебрежением. Вот человек, который возглавляет Конституционный суд Российской Федерации, который, по сути, должен защищать, его главная основная цель — защищать Конституцию, вот он говорит, что ею можно пренебрегать, если духовная скрепа выше. К сожалению, это позиция не юриста, это позиция провластного чиновника и даже, наверное, более пропагандиста. Ну, говорить о том, что тысячелетиями Русь святая была скрепляема скрепами, это даже абсурд. Микола Семена в суд придет уже 20 числа. Сейчас он на подписке о невыезде, он не может выехать с территории полуострова.
Будем следить за развитием этого. Если позволишь, последний вопрос, то есть прогноз Александра не хочу давать. По этой статье в России возможен условный срок? Да, в любой статье по заключению под стражу возможен условный срок. И часть людей, которые осуждены в России, россияне, которые там высказывали какую-то солидарность с Украиной, они осуждены именно условно. Но там же может быть еще исправительная работа, если я не ошибаюсь, по этой статье. То есть не обязательно реальная тюрьма. Все-таки имидж какой-то перед международным сообществом власти российские иногда пытаются сохранить, да, и сажать 67-летнего человека, ну, на ваш взгляд, Не очень здорового, он не любит сам об этом пойдет ли говорить. на это нынешняя репрессивная машина? Знаете, нельзя, Солошенко сидел же, и ему дали достаточно большой срок. То есть тут вообще не предугадаешь логику. Солошенко, опять-таки, напомню, если кто забыл, это украинец, которого задержали в Москве и осудили по статье «Шпионаж». И он, уже находясь в Лефортово, в СИЗО в Москве, узнал, что у него рак. И теперь, к счастью, он был обменен и теперь лечится, насколько я знаю, в Полтаве, и все у него идет на поправку. По настрою следствия. Какой настрой у следователей? А вы знаете, следователи достаточно либерально относились к нам и относились к семье. То есть они ему сразу сказали, нам не важны, какие вы даете показания, мы вас арестовывать не собираемся. Суд тоже, вот мы начали предварительные слушания, суд, в принципе, тоже очень тщательно пытается соблюдать процессуальные нормы, отчасти дает реализовывать права защиты. Вот первый раз у нас не был готов в связи с обысками адвокат Эмиль Курбединов, и ему отложили судебное заседание в связи с тем, что он был не готов по объективным причинам, в связи с тем, что были обыски проведены, отложили нам. То есть какая-то все-таки есть в отношении нас лояльность небольшая в отношении защиты, но это ничего не говорит. Вот мы видим по судам, которые проходят по делу 26 февраля, это по проукраинскому митингу накануне оккупации Крыма, и по делу Хизбут Тахрир, который ведет Николай Полозов. Туда на эти суды приходит достаточно много крымских татар, и Николай Полозов после каждого судебного заседания записывает такие видеоролики, которые распространяются. Да, они очень забавные, такой высокий Николай Полозов в окружении крымских татар в национальных шляпах. Насколько важно, чтобы люди поддержали Николая Семенова и приходили на эти судебные заседания? Журналистов, мы понимаем, туда не допускают для съемок, но тем не менее люди хотя бы постят информацию, что заявлено было на суде обвинением, что сказала защита. Насколько важна вот эта часть, публичная часть, которая распространяется потом в соцсетях? Это однозначно важно, в том числе в первую очередь для Николая Семенова, потому что он должен понимать, что он не один там бьется, да, за Украину, он действительно украинский патриот, его поддерживает. Причем могут приходить не только люди, журналисты тоже могут приходить. По российскому законодательству разрешается видеосъемка и аудиозапись вообще разрешается, а видеосъемка, фотографирование разрешается с разрешения судьи. И порой российские суды у нас разрешают, даже по политическим делам, там какую-то фотосъемку, видеосъемку. Это пленум Верховного суда Российской Федерации четко сказал, что это разрешено. Вот поэтому, конечно, когда человек один, ему тяжело. То, что делают... Вы практически можете призвать, потому что как раз-таки основной зритель телеканала находится в Крыму, по возможности, то есть людям, которые знают об этом деле, и оно будет в Симферополе рассматриваться, да? То есть да. Важно 20 числа, во сколько? 14 часов. В 14 часов прийти в суд. Можете назвать адрес, где это находится? Это железнодорожный районный суд города Симферополя. Он у угла вокзала находится, не помню адрес, честно говоря. Жители Крыма найдут железнодорожный районный суд Симферополя. Их не так много, всего 3 суда, если не ошибаюсь. Вот. Мы поддержку от крымских татар как раз Николая Семенова ощущает, потому что даже на предварительное заседание приходили и Нариман Джилял, и другие представители, да, и журналисты приходили. Но я хотел бы сказать, что я в хорошем смысле изумлен, удивлен и восторжен вот этой позицией, вот этой эмпатией, солидарностью, которую проявляют крымские татары к своим героям, к тех, кого преследуют по политическим мотивам.
То, что вот И в том происходит... числе не только крымских татар. Если осуждают, то крымские татары приходят туда. Да, да. И это ну, такие явления штучные в российском пространстве. Это там, может быть, Pussy, это болотники. Вот. А когда в Крыму это происходит, то ну, практически никто никого не поддерживает. И Предлагаю перейти все-таки к еще одной теме, чтобы не забыть и успеть поговорить и о ней, и о следующем деле, которым также занимается наш гость через несколько секунд. Адвокат Александр Попков также занимается делом правозащитника Эмира Хусейна Куку, который до аннексии занимался также правозащитными делами. И вот мы с Александром говорили, например, Эмир занимался делом, когда крымской татарке запретили преподавать в вузе в платке. В том числе, да, было среди прочего такие дела. А после уже аннексии он защищал, как я понимаю, различные уже политические дела входил, занимался правозащитной деятельностью или нет? нет, не то чтобы он защищал, у него не было статуса там адвоката, он не участвовал в судебных делах. Как но правозащитник. Скорее, он освещал. правозащитник, Да, он мониторил и освещал. Он ездил в семьи погибших, в семьи похищенных, связывался с родственниками. Это очень важная часть как раз-таки правозащитной работы, тем более в Крыму, где нет никаких нормальных независимых организаций. И он вот эту информацию собирал. И они пытались наладить диалог с российской властью, с российскими властями. И была создана контактная группа, чтобы не выплескивать как-то агрессию, да, они пытались наладить диалог, чтобы людей не похищали, чтобы проводилось какое-то следствие по похищенным и по убитым крымским мусульманам. И в итоге в отношении вот этой, к руководителям крымской контактной группы поступило условие, что ультиматум. Значит, вы убираете оттуда Куку, потому что он террорист, иначе мы с вами больше не встречаемся. Они отказались Куку убирать, выгонять из этой контактной группы, и все, больше как бы крымская контактная группа не работала с российскими властями. Весной 2015-го было первое задержание. Расскажите, как это было и кто его задерживал? В апреле 2015 года Эмир Хусейн вышел из дома и увидел, что напротив стоят газелька, в которой люди копошатся и изображают, что они ремонтируют автомобиль. Он пошел не на обычной дорогой, а свернул с тропкой в лес и вышел к дороге. И его догнали вот эти люди, которые находились в газельке, двое, начали избивать. То есть он сразу почувствовал удар по затылку, сознание не потерял, пытался каким-то образом понять, он думал вообще, что его грабят. Он думал, что это нападение, связанное с похищением. На экране мы, собственно, можем видеть видео самого Эмира Хусейна Куку. Продолжайте. Он рассказывает как раз о тех обстоятельствах, где это все происходило. На счастье его ехали люди, соседи, которые узнали и остановили тут же машину. Из этого образовалась достаточно большая пробка. И они вышли из машин, очень многие люди вышли и начали говорить, что ж вы делаете, что ж вы творите, потому что эти люди, которые его задерживали, это установленные личности, это сотрудники ФСБ, они не предъявляли документов, ничего не рассказывали, они просто крутили его и периодически там пинали, ждали, когда подъедет машина. Вот. В итоге подъехала вот эта «Газель», выскочили оттуда автоматчики, разогнали очень грубо тех, кто там собрался, положили Эмира Хусейна в машину, пинали по пути, били его вот, достаточно сильно. И поехали в Ялту, почему-то сделали вокруг в Ялте, потом вернулись в Кариис, туда же, где они его похитили, и провели обыск у него в дома, а потом отпустили его. То есть важно понимать, что после первого задержания его отпустили, и он дальше продолжал жить своей жизнью, но спустя 9 месяцев его снова задержали. На этот раз это уже был арест, уже была санкция, именно арест. И его обвинили в участии в организации Хизбут Тахрир. Напомню, что организация Хизбут Тахрир до 2014 года абсолютно легально существовала, работала и активно действовала в Крыму, как, собственно, и во всей Украине. А вот в России она запрещена, потому что признана террористической. Она признана экстремистской, по-моему, террористической с 2003 года. Да. Соответственно, все, кого так или иначе подозревают в участии в этой организации, подпадают под колпак
ГУЛАГ ФСБ, ну или их уже арестовывают и им шьют различные дела. Именно по этому делу проходит и КУКУ, но вдруг не так давно, как я понимаю, прошла переквалификация или даже дополнение статьи. Расскажите. Это дополнение к той квалификации, которая была. Потому что вот та статья, которая ему предъявлялась, участие в этой организации якобы террористической Хизбут Тахрир, она предусматривала лишение свободы до 10 лет лишения, до 10 лет в колонии. А заканчивался год, и следователям необходимо было либо отпускать его, либо каким-то образом, невозможно продлить эту меру пресечения. И, по-видимому, был найден выход. Ему вменили другую статью, более тяжкую. Это приготовление к насильственному захвату власти, которое от 12 до 20 лет лишения свободы. Но по сравнению даже с той статьей, которая участие в этой террористической организации, новая статья подготовка, приготовление к насильственному захвату власти, она звучит настолько дико, настолько абсурдно, что Эмир Хусейн Куку на допросе и на предъявление обвинения он сказал следователю на вопрос: вы понимаете суть обвинения? Он говорит: нет, не понимаю. Ну а что вы там не понимаете? Там написано: осуществлял подготовку к подготовке к насильственному захвату власти. То есть вот там реально такие формулировки. И он говорит: что я мог делать, как я мог готовиться к готовке, к подготовлению, приготовлению. И это настолько абсурдно, в связи с тем, что они же ничего не делали материального, они не искали там оружие. На чем основывается обвинение? Да, нужно вот понять, что такое. Во-первых, да, откуда взялась эта мысль преступления? Да? Есть основной козырь в руках следствия, некое видео. Что касается Эмира Хусейна Куку и Вадима Серука, некое видео, которое мы не видели его, мы только оглашали некую справку, меморандум в судебном заседании, когда продлевали меру пресечения. И из этой справки следует, что люди обсуждают на кухне, грубо говоря, в каком-то помещении на кухне 4 человек обсуждают вообще Крым, Украину, Россию, Турцию, ислам, различные течения. Причем они достаточно критично ко всем относились. Нельзя говорить, что они там: вот мы за Украину, да, мы там... Критиковали всех. И Порошенко, и Путина, и Турцию, и Меджлис. Да. Всех. То есть они... Где они собирались захватывать? Где они готовились к подготовке к захвату власти? Ты смотри, это было оперативное видео, их тайно записали, и из этого видео сделали вывод, что они... Где они собираются? На планете Вот мы Земля? пытались узнать у следователя, где же... Это они пытались захватить Ялту, Кореис, или Крым, или планету Земля, или там ближайшую галактику. Да? Что именно, какая была цель захвата. Но из обвинения следует, что они собирались установить во всем мире исламский халифат. То есть, видимо, последовательно сначала захватить Ялту, Кореис, потом Ялту, потом Симферополь, потом всю Россию, а потом уже, Берлин где-нибудь, Каир. Вот так крымский правозащитник, собственно, становится человеком, который стремится захватить всю власть в мире и установить халифат. Но при этом это на самом деле звучит дико, даже смешно, и думаешь, это подготовка к подготовке. Если понимаешь, что срок за него до 20 лет. Да, но 20 лет. Это одна статья до 20 лет. А еще же вторая от 5 до 10. А в России совокупно конечно, складывается. плюсуют? То есть, но складывается, может частично поглощаться, может частично не поглощаться. То есть это одна от 5 статья, да, вторая от 12. И там будут сроки... То есть если по обеим статьям то предположить максимально... Могут, конечно, скостить, но это все очень печально. Колония строгого режима. То есть, в отличие от Николая Семенова, вы тут ощущаете, что поставлена задача однозначно сажать и на большой срок? Конечно. Появление вот этой статьи, насильственный захват власти, приготовление к нему, это такой знак, понимаете, это, возможно, ответ на решение по первому севастопольскому делу, по делу Севастопольской четверки крымских мусульман, когда ребятам дали там по 5 лет, это вообще минимум, и это достаточно хорошая работа адвокатов. Тем не менее, то, что за 9 месяцев до этого его пытались просто похитить и избить, и тогда его не сажали. То есть задача была сначала его запугать, и для того, чтобы человек просто прекратил заниматься правозащитной деятельностью, только это вызвало настолько сильное раздражение оккупационных властей.
А мы не знаем, почему и как. Там, возможно, несколько факторов, в том числе фактор вот этой палочной системы, то есть необходимо было каким-то образом там увеличивать план по этим террористам, да, в кавычках. Возможно, там есть, усматривается личный мотив бывших СБУшников, которые, может быть, относятся не очень хорошо к крымским мусульманам лично. То есть Куку фактически пытался завербовать, как рассказывает Эмир Хусейн, один из сотрудников СБУ, это компанейцев, Александр Викторович. Он его пытался вербовать, Эмир Хусейн отказывался, и после чего тот инициировал, вот это же самое видео он инициировал, другие какие-то Именно мероприятия. компанейцев, то есть конкретно сотрудник Службы безопасности Украины, который предал присяге, перешел на сторону России, теперь работает в ФСБ, и это не первое дело, в котором он фигурирует. Нет, он по всем остальным ребятам, по-моему, я не готов отвечать. Просто в деле Севастопольском, первой четверки, там имеется точно такой же сотрудник, у которого точно такие же были трения во время Украины, трения, личная неприязнь к членам Хизбут Тахрир старого, да, и то есть мы усматриваем, что и там был как некий инициатор, у которого, видимо, был какой-то личный мотив, личная неприязнь. И потом же этот компанейцев посылал детей, точнее, к детям посылал некого мусульманина, который детям рассказывал гадости про Эмира Хусейна. Отдельная шокирующая история. Детям Куку 8 и 6 лет на тот момент. Да. Они учатся в школе, к ним приходит мусульманин, им знакомый, потому что они его встречали в мечети. И что происходит дальше? Этот человек, он подошел к сыну и племяннице Эмира Хусейна, он их знал, он к ним подошел и говорит: я из ФСБ. Ты знаешь, Бекир, да, твоя мама, наверное, рассказывает, что твой папа уехал в командировку, там куда-то уехал надолго. На самом деле нет, он сидит в тюрьме, он будет долго там сидеть, потому что он связался с плохими людьми, он там террорист, не террорист, он что-то там приставал к иноверцам, и за это его, значит, посадят. Вот, поэтому ты должен это знать, ты извини, брат, как-то вот прости, да. Но, естественно, у ребенка было очень... Бекир, мужественный парень, он знал, где и как находится. Но вот это воздействие, конечно, внешнее, оно очень на ребенка повлияло. Вот, мы пытались, как и в случае с задержанием Эмира Хусейна, вот эти незаконные действия сотрудников ФСБ оспорить, обжаловать, возбудить уголовное дело, потому что с этим человеком, с мусульманином, который представился сотрудником ФСБ, поговорили мирно, и он сказал родственникам, что его подослал компанейцев. Он лично это сказал. И... Дело возбудили по вашему требованию? Нет, конечно, не возбудили. Сотрудники военной прокуратуры, военного следственного отдела, они просто взяли объяснение у компанейцев, а компанейцев сказал: да я вообще здесь не при делах, что я этого человека не знаю, он какой-то там плохой и маргинальный тип. И все, и сотрудники военно-следственного отдела закрыли на этом фактически какую-то проверку и больше никак не реагировали. Хотя они должны были, как я, как бывший военноследователь, я прекрасно знаю, они должны были проверить слова этого ФСБшника, опросить детей, опросить родителей, опросить директора школы. Как минимум, хотя бы формальную цепочку провести. Александр Попков, российский адвокат, который защищает правозащитника Эмира Хусейна Куку и украинского журналиста Миколу Семины, который нам рассказал, как в Крыму оккупационные власти для подавления протеста используют какие методы для расправы с теми, кто не согласен с тем, что происходит сейчас в оккупированном полуострове. Ми йдемо на рекламу, повернемося за кілька хвилин і вже чекайте в нашій студії розмову з економістом Сергієм Фурсою про те, що відбувається з російськими банками, що робити їх вкладникам.